Уже через 1,5 года на этом месте будет стоять Грозненский международный университет. Крупнейший в мире образовательный центр намерен выпускать специалистов в различных областях. Сегодня первый этап в деле строительства – закладка капсулы. В своем выступлении Рамзан Кадыров отметил, что курс первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, был направлен на образование, культуру и спорт. Сегодня этот путь регион успешно проходит быстрыми шагами. Подарком чеченскому народу и всей России от братского народа Объединенных Арабских Эмиратов. Мы высоко ценим теплые дружеские отношения между нашими странами. Я благодарю за это наследного принца Абу-Даби, моего старшего брата Мухаммада бин Заида Аль-Нахьяна. Мы заключили целый ряд договоренностей о реализации в республике масштабных инвестиционных проектов. Сегодня стартует один из них. Международный университет рассчитан на 4000 студентов. В проект включены учебные корпуса, общежития, столовые, спорткомплекс и многое другое. Для работы в университете мы пригласили лучших преподавателей, чтобы дать нашим студентам образование мирового уровня. Я желаю всем, кто принимает участие в реализации этого проекта, успехов. Пусть Аллах благословит вас, что дали обет. Слово взял и президент строительной компании МЭР из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад Аль-Абари. Он основной инвестор этого проекта. Предприниматель отметил, что внимание Рамзана Кадырова к развитию науки заслуживает большого уважения. Уважаемый президент, вы нам поставили большую честь, чтобы Объединенные Арабские Эмираты и в лице компании «Игмар» принять участие в строительстве нового чеченского человека, нового гражданина Чеченской Республики. Я согласен с вами, что образование – это фон будущего, это фон развития страны. Желаю вам, господин президент, и всем присутствующим удачи и успехов. После прочтения дуа Рамзан Кадыров и Мухаммад Аль-Абари оставили совместное послание будущим поколениям. Грозненский международный университет рассчитан на 4000 студентов. Здесь будут не только учебные корпуса, но общежития, столовая, спорткомплекс и многое другое. Право заложить саму капсулу предоставили студенту Чеченского госуниверситета Хафизу, внуку первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Хамзату Кадырову. Нормально. АМААР – это крупнейшая строительная компания в мире. В числе достижений – возведение самого высокого небоскреба – Бурдж-Халифа. Учредителями Грозненского международного университета станут Австралия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Для работы со студентами пригласят лучших специалистов этих стран. Когда мы заметили и видели, что глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет большое внимание учебе, науке, культуре, мы хотели бы не оставаться в стороне и приняли решение построить международный Грозненский университет. Во-первых, мы сегодня рассматриваем Чеченскую Республику как субъект международного сообщества. И когда в университете будут такие мировые специальности, которые учатся на Западе и во всех европейских странах, только тогда мы можем говорить, что это международный университет. И когда мы говорим о международном статусе университета, это обозначает, что преподавательский состав будут именно с тех стран, которые мы указывали, конечно, в том числе из России. Отвечая на вопросы журналистов, Рамзан Кадыров рассказал, почему было принято решение построить именно университет, а не завод, фабрику или другой промышленный объект. Все, что в жизни есть, начинается с образования. Если нет специалистов, которые могут управлять там заводами, фабриками, строить, а в последующем развития не будет. Поэтому мы параллельно строим заводы, фабрики строим, и мы хотим вкладывать человека с лица первой очереди инвестиции. После этого сильная, развитая экономика станет. Менеджмент самый необходимый. Вот специалисты, которые у нас были, они уже взрослые, постарели, у них пенсионный возраст. Поэтому мы в первую очередь команда
в лице нашего первого президента заложили развитие образования, спорт, культуры, духовные ценности. Поэтому мы очень приветствуем решение Объединенных Арабских Эмиратов в лице нашего брата шейха Мухаммада бин Заида, Абара, нашего брата, что они изъявили желание построить международный университет, международным не только названием, но и с уровнем. И я думаю, что вот мы уже сегодня заложили капсулу, и мы завтра начинаем строительство, которое будет носить, вот, знаешь, выпускать самых лучших студентов и самых лучших специалистов. На вопрос, войдет ли университет в первую сотню лучших образовательных центров, Мухаммад Аль-Абари не сомневается. Предприниматель уверен, что этот рейтинг лишь хороший старт для учебного заведения. Наш Аббат первое место находится в мире там. Самый лучший менеджер, самые лучшие объекты. Я думаю, что лучше будет. Я уверен, что... أفضل بناء وأفضل طاقم فلازم يكون أنا قلنا إحنا بنجتهد ليل نهار نكون الأفضل. Самое главное, господин Аббар говорит, если чеченцы Слава Аллаху. считают и обосновательно, что они лучшие из лучших, и университет должен войти в десятку. وما دام النوايا طيبة والتوجه طيب نحن نكون Раз الأفضل. есть хорошее намерение главы Чеченской Республики, ولن раз есть نرضى- его ولن баракат, نرضى. а ولن نرضى. мы не согласимся, чтобы мы входили в сотку, а в десятку надо. Сайхан Цинцаев, Муслим Типаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.